Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы продолжаем говорить о нововведениях в системе государственных закупках. Для компаний, занимающихся госзакупками, критически важно знать принятые изменения, чтобы минимизировать нарушения тендерного законодательства или вовсе избежать их. О законодательных нововведениях, тенденциях сферы государственных закупок, а также об актуальной практике поговорим с заведующим кафедрой логистики Кыргызского государственного технического университета Акылбеком Умиталиевым. Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Акылбек Сапарбекович, у вас достаточно богатый опыт именно в области экономики, государственных закупках. Как вы вообще в целом можете оценить существующую ныне систему государственных закупок в Кыргызстане? Ну, если быть кратким, конечно, тенденция то, что постоянно совершенствуется закон, постоянно совершенствуется данная система государственных закупок, это всем следует его хорошее одобрение, потому что это хорошие стремления, хорошие шаги, когда мы пытаемся улучшить свою деятельность. Но сегодняшний закон, мы, конечно, его принимали, когда у нас экономическая система поменялась. После перехода в рыночной экономике, или так называемой смешанной экономике, раньше государство все сам себя закупало, а сейчас в рынке, как правительство, государство, так же как участник этого рынка, он должен был закупать или покрыть свои потребности, государственные потребности, не самостоятельно, не без правил, а с применением определенных правил, как весь мир, цивилизованный мир делает. Поэтому мы приняли этот закон давно еще, потом в 1997 году, потом вступили в Всемирную торговую организацию, потому что дорога интеграции международного общества закрыта, если страна не имеет правил по использованию своих бюджетных средств. И сегодня оцениваю положительно этот закон, что идет постоянное совершенствование. Но здесь хотел бы сказать один такой момент, что когда мы пишем законы, мы должны всегда понять дух этого закона. Это самый главный момент в любом законодательном творчестве. А дух закона здесь очень простой, что здесь речь идет о деньгах налогоплательщиков, простых граждан, которые мы пополняем этот бюджет, и всем же не безразлично, как они используются именно доверенные нами агентствами, с теми организациями, которые обязаны проводить эти конкурсные закупки. И вот здесь закон, который мы сейчас имеем, который совершенствовался, много раз менялся, он, в принципе, эту стержень держит. Но есть очень много недоработок. Вот в 2004 году, когда мы принимали закон, второй раз, когда мы меняли, он был очень хороший. И доноры, и эксперты всемирные отмечали, что у вас хороший закон по сравнению с постсоветскими странами даже. Потом надо было эту суть этого закона не так уж менять. Допустим, цифровизация пошла, ввели туда дополнить. Просто надо было дополнить электронизацией торгов. То есть применять электронные системы, электронную площадку, электронные средства для проведения этой процедуры. А вместо этого его тоже ввели, мы приветствуем. Сегодня, благодаря этой цифровизации, применению электронных торгов, у нас очень активизировалось гражданское общество. Меня тут радует два момента. Гражданское общество стало очень активной, они все видят, потому что все освещается, открытость, транспарентность. Это один из принципов этого закона. Он работает очень хорошо. Но данный закон, который сейчас, проект в третьем чтении принят и ожидается подписания президентом, мы высказались очень значительные такие существенные недоработки. Попросили его внести, изменить или пересмотреть. И гражданское общество тоже сегодня, вчера уже по прессе опубликовали, что очень многие обратились к президенту, чтобы воздержаться от утверждения этого закона. Потому что только по одной причине, что с этого закона хотят исключить государственные предприятия, акционерные общества, в которых имеется доля государства. И, соответственно, эта озабоченность правильная, потому что... А какие вместе с этим есть риски? Риски здесь, я еще раз вам говорю, что принцип какой? Принцип должен быть такой, дух закона. Государственное предприятие, он создан государством.
акционерное общество тоже имеет долю государства. Поэтому принципы разные. Во всем мире таких однозначных мнений нет. Мнение всегда разделяется. Но как один эксперт, когда мы обучались в Италии вот, процедурам государственных закупок, он образно нам разъяснил таким образом. Вопрос, кто должен проводить тендер из государственных предприятий, акционеры или частные, ну не частные, конечно, освобождаются, у которых есть доля государства. Он должен образно просто посмотреть свой, где сидит, где осуществляет свою деятельность, посмотреть свой потолок и подумать, чье это здание, чье это имущество. Если это государственные, все, что зарабатывается здесь, эти деньги, они должны превратиться в государственные средства. А государственные средства, по нашему закону, надо проводить конкурсные тендеры. Вот поэтому здесь риск такой, что они могут уйти, когда проводят тендер, это очень хорошо. Хорошо, здесь все приветствуют, что остается постоянно какой-то след. Совершенствуется образование человека, человек учится, как планировать, как составлять конкурсную заявку, как проводить комиссию, как оценивать, как публиковать, как подписать договор. Видите, целая наука здесь. Чем она противопоказана? Если все будут владеть этими элементами, это же хорошо, хоть для частных, для государственных. А вообще, Акылбек Сапарбекович, вот можете выделить такие наиболее существенные нововведения, вот остановиться на тех моментах, которые вот необходимы были, о которых вот общество требовало, да? Общество требовало очень упростить закон, ведь в чем суть нашего закона? Я тоже последний вот проект закона очень усложнили ненужными такими пафосными выражениями, эффективность, экономичность. Ведь посмотрите, в государственных закупках в этой системе всего 3 участника. Первый – это уполномоченный орган, который регулирует, пишет законы, мониторинг делает, контролирует так называемый. Второй – закупающие организации. То есть кому выделяются деньги из бюджета, они обязаны проводить конкурсные торги. Третий – бизнес. Мы должны учесть все интересы всех 3 участников. Закон именно должен отразить. Сегодня бизнес что говорит? Надо упрощать. Хорошо, электронные торги, площадка есть, но там тоже очень много вопросов. Сбои есть. Есть так называемый, очень такой существенный момент, именно проявляется асимметрия. Именно вот электронных процедурах, когда электронные торги. Что такое асимметрия? Часть участников могут видеть, часть для них закрыт. Понимаете? Вот это надо немедленно ликвидировать. Об этом они озабочены этим, что несовершенство это электронных торгов. И второй озабоченность гражданского общества. Вот освободили и очень усложнили само понятие закона. Ведь когда закон надо писать, надо же знать саму процедуру закупок, из чего состоит закупки. Надо определить, что надо, потом посмотреть рынок, где это есть, потом анализ сделать, цену посмотреть, пригласить, конкурс проводить. А закон также должен быть синхронизирован с этим процессом. А у нас закон очень такой сумбурный получился, понимаете, сумбурный. И в этом плане возмущается именно бизнес, третий участник. Особенно строительный бизнес. Вот сейчас данные, если статистику посмотреть, очень малая доля строителей. Хотя строительный бизнес у нас очень мощный в Кыргызстане. Почему не участвует? Потому что для них надо было прописать отдельную процедуру, учитывая, что между товаром и закупкой работ, строительством, допустим, любого моста, аэродрома или здания, сооружений и закупкой каких-то компьютеров, это же разные вещи. Вот они этим возмущены, что надо отдельное положение надо сделать. Второе, закупающие организации. Ведь самое главное закупающие организации, исполнители. Законы должны мы писать для тех, кто его исполняет. Главный исполнитель. Если ему тяжело с этим законом работать, уполномоченный орган сам же не проводит тендер, он только пишет, предлагает. А вся тяжесть именно закупающих организаций, закупщиков, специалистов, которые должны от и до работать с этим законом. Вот для них очень
усложненный закон, говорят все специалисты. Ага. А Кулбек Усложнили. Сапарбекович, а вот в завершении эфира хотелось бы подытожить эфир. Вообще дайте вот несколько рекомендаций, да, вообще как выстроить работу тем, которые занимаются вот именно госзакупками, да, какие вот необходимы вот для развития компетенций, для развития каких-то навыков в части закупок. В первую очередь, я не сказал о столпе законодательства, закупающие и бизнес. Нужны нам специалисты, то есть третий столб состоит из специалистов. Кадры. Если кадры будут образованы, вот хорошо будут учиться, хорошо будут подготовлены. То есть фундамент хороший, да, будет? Фундамент хороший. Все последствия, мы боремся с последствиями. Мы ищем, почему там нарушение, почему это нарушили, почему это не так делали. Если мы будем делать, обучим специалистов как положено, вопросов меньше будет, потому что они будут делать как положено, и вопросов меньше будет. Поэтому мы сейчас готовим в университете трехступенчатую болонскую систему бакалавров, магистрантов, даже в этом году открыли докторантуру, тем самым, что пополнит армию образованных специалистов, и которые